В Магасе состоялось совещание Президиума правительства Ингушетии по вопросу обеспечения жильем жителей общежитий Назрани, расположенных по проспекту Базоркина. Гражданам выделяются квартиры в новых домах в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако с условиями обмена согласны не все жители, в связи с чем они обратились к руководству республики с вопросом об оказании содействия в решении этого вопроса. Согласно данным муниципальных властей, всего семей, претендующих на смену жилищных условий, 158. Цитата. «Проблема острая, нам понадобилось определенное время для ее изучения. Некоторые результаты уже имеются. Завершила работу комиссия, члены которой провели беседы с каждым жителем этих общежитий. Порядка 80 семей уже получили квартиры и заключили договоры. Еще 16 контрактов готовы к подписанию. Выработано 36 дополнительных предложений. В то же время есть категория людей, условия проживания которых несколько ухудшится в результате переселения. Я надеюсь, что с помощью правительства, которое включилось в решение проблемы и готово оказать поддержку, мы придем к положительному итогу в ближайшее время. В администрации города организован в индивидуальном порядке ежедневный прием жителей общежитий, отметил мэр города Урусхан Евлоев. Стороны обсудили пути оптимального и оперативного решения ситуации, которые, по словам премьер-министра, в первую очередь предполагает соблюдение прав самих жильцов и улучшение условий проживания для них в рамках законодательства Российской Федерации. Цитата. «Вопрос выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья серьезный и волнует жителей Назрани на протяжении 5 лет. Мы проанализировали все обстоятельства, выработан ряд предложений, направленных на скорейшее ее исправление. По каждому случаю будет принято индивидуальное решение, чтобы удовлетворить потребности каждой семьи», подчеркнул Владимир Сластенин. Было вынесено решение о включении в рабочую группу по решению поставленной задачи представителей правительства региона и обеспечения юридического сопровождения процесса специалистами из государственно-правового управления, администрации главы и правительства Республики Ингушетия. Сегодня состоялось заседание Президиума правительства, и где был вынесен очень важный вопрос, который беспокоит жителей города Назрани уже на протяжении 5 лет. Это выполнение программы переселения из ветхого аварийного жилья, и в частности дома общежития по улице Базоркина. Значит, сегодня была проанализирована ситуация, как она складывается. Были выработаны мероприятия, направленные на то, чтобы в ближайшее время разрешить эту ситуацию. Было принято обращение к мэрии города, и на сегодняшний день мы готовим дорожную карту, где будет расписано действие по каждому жителю от первого до последнего, чтобы мы удовлетворили их требования. Да, эти нарушения были совершены 5 лет назад. На сегодняшний день правительство республики, власти на местах эту проблему решают. Мы не уходим от нее, и мы обязательно эту проблему решим. И сегодня вот глава города уже нам предложил несколько вариантов. И я прошу сейчас его рассказать, чтобы люди поняли, что они не брошены, не оставлены. Мы занимаемся этой проблемой вплотную. Естественно, люди 5 лет мучаются в этих аварийных домах, у них возмущение нарастает, они хотят немедленного решения этого вопроса, но нам нужно было время, чтобы проанализировать эту ситуацию, отработать все нюансы, которые были сделаны, и варианты, что мы должны сделать, чтобы не ухудшить, а улучшить положение жителей нашего города. Поэтому у нас уже закончила работу комиссия, которая прошлась по всем жителям тех общежитий аварийных домов, прошлась по тому жилью, которое им предлагалось. На самом деле ситуация неоднозначная. Возмущение людей, оно тоже оправдано, потому что им зачастую предлагают условия не улучшения их жилья, а ухудшения. Поэтому сегодня в правительстве нами было предложено несколько вариантов. Как председатель правительства сказал, нас поддержали в этом полностью, все 100%. Сейчас мы будем работать с каждым человеком индивидуально, смотреть, какая ситуация у него, какие условия у него, что ему предлагалось и что мы можем сделать в дальнейшем. Естественно, никто насильно с этих общежитий людей выселять не будет. Обращения в суды, они приостановлены. Мы ухудшать ситуацию, естественно, не будем. Это и поручение главы республики разобраться в ближайшее время вот с этими проблемами и решить этот вопрос. Я надеюсь, что уже с помощью правительства, которое подключилось, нам удастся в ближайшее время
разрешить этот вопрос. У нас выделен отдельный кабинет в администрации. Мы завтра дадим объявление и телефоны. Люди уже идут, мы звоним им. Ну, уже все будут знать, куда напрямую они могут обращаться, где получат четкий ответ на все их вопросы. И мы будем смотреть уже и состав семьи, короче, выяснять это все так индивидуально с каждой семьей. Ну и надо сказать, что уже некоторые результаты есть. Потому что администрация уже на протяжении 2 недель работает в этом вопросе самостоятельно. И уже порядка 36 предложений сделано людям. Порядка 80 семей уже получили квартиры, уже получили договора, уже переехали. Ну, такая уж катастрофическая ситуация с этим домом. Мы будем смотреть и заниматься каждой квартирой, каждым человеком, то, что будет. И не нарушая закон, его устраивать, все, что мы можем сделать для улучшения его жилищных условий.